Дизайн-студия «Уран» предлагает все виды услуг по созданию интерьера помещений, а также принимает заказы на проекты этнокультурного строительства Тосурага и Тюгюльге. Дизайн-студия «Уран» от идеи до воплощения. Ну что, привет! Я очень рада, что у нас сегодня с тобой будет первая съемка, но с другой стороны я поняла, что сегодня очень волнуюсь. Мои знания о корейской культуре, языке, о стране очень такие поверхностные. Ну, я думаю, они не только у тебя поверхностные, но, по крайней мере, мы же сейчас идем знакомиться не только с корейской диаспорой, но и с корейской кухней. И уж во всяком случае, кухня-то у них отменная. Судя по ресторанам нашего города. Да, судя по дошираку, у меня ребенок обожает доширак. Доширак — это вообще один из самых успешных, мне кажется, бизнес-проектов, да? Ну, давай посмотрим, пойдем знакомиться. 안녕하세요. 어서 오세요. Здравствуйте. 안녕하세요. Одевайте вы нарядно, такое чувство, что мы уже в Корею попали. Очень приятно. Проходите. Куда проходим? Сегодня мы с Эмилией напросились в гости к корейской общине, и нас не просто приняли, но допустили в святая святых на кухню, где делаются корейские блюда. Ну, аж о корейской кухне наверняка все наслышаны. Итак, со мной рядом стоит глава корейской общины Вера Гиеновна Шамаева, Надежда Ха и Нергуяна Кан. Ну что ж, что мы будем готовить? Мы с вами будем готовить, стряпать пирожки паровые корейские, которые называются, ну у нас здесь называют его пигоя, вообще называют пянзи. Вот девочки будут готовить самое-самое корейское блюдо, это кимчи, да? Корейские пирожки пянси готовят на пару. Их секрет в длительном разминании теста. Чем дольше мять тесто, тем пирожки будут мягче. Тесто готовят обычное дрожжевое. В фарш добавляем побольше лука, чтобы начинка получилась сочной. Приправы и специи нужно добавить по вкусу. Вера Георгиевна, а сколько человек в общине корейской? Ну, где-то примерно 150 человек, это в общине. А вообще у нас корейцев по республике где-то 1500 будет. Ну вот первая волна, получается, первая волна поселения, она была еще до революции, да? Здесь в Якутии у нас, например, где-то 14-х годов, 20-х годов уже сюда переселялись корейцы, вернее. То есть 20 век, да, все-таки? Да. И, значит, они, первые корейцы поселились в Алдане. То есть это когда шла разработка месторождений, золотых месторождений. Вот, и на таких вот тяжелых работах, и потом их брали, потому что они были трудолюбивые, выносливые и честные, как бы, да. Поэтому вот их брали вот на работу, и как бы они были первыми вот пионерами в том, что развивалась золотая промышленность Якутии. А потом стали переселяться в разные места. Вот. И сельское хозяйство ведь тоже начинали, да? Да, официально разрешение получили регистрироваться в Якутии в 2020 году только. Получили официально, когда могли регистрироваться, переезжая сюда. И правительство переселяло корейцев в более теплые районы. Это как вот Вилюйская группа районов, да, Нюрба, Сунтара, Вилюйск. Здесь пригороды, вот Марха, город Якутск, здесь создавались корейские артели, и они учили местное население выращивать овощи. Вот, то есть занимались сельским хозяйством.
Что делать? Я испортила, да, арбузик? Одним арбузиком будет меньше, да? Удивительно, но факт. Овощи и бахчевые культуры в городе Якутске ассоциируются с корейской фамилией М. Сегодня мы на полях семьи М. Григория Федоровича и его супруги Марии Николаевны. У нас сегодня удивительный день, потому что я никогда не думала, что стану участницей такого процесса, когда мы будем садить с вами арбузы, да? Да. Арбузы. Как они выглядят? Расскажите, как это вообще делается, и будем потихонечку сажать, да, рассказывать, да? Вот видите, мы выращиваем рассаду, начинаем выращивать где-то с апреля месяца, в начале апреля. И сажаем. И вот эту рассаду мы будем сейчас высаживать на поле. Ага, мы берем вот это, вытаскиваем Так. стаканчик. А я вот смотрю на Марию Николаевну таким легким движением Да. рук. Ну, отработано. стаканчики, конечно, не надо рвать, а просто надо вытаскивать. А, вытаскивать? Ага. Ой, Да. простите, Да, я ничего страшного. все драть начала. Мгм. Так, и мы сажаем Вот так, ага. сюда, да? Ага. А дальше что я подкапываю, да? Там лунки есть, лунки закапываете. Но надо ее сажать поглубже. Ага. У меня получилось. Вы можете определить по взгляду? По Получилось-то чуть-чуть неправильно. Хотелось бы лучше. Да. давайте я... А могу выкопать, да, Вы обратно? аккуратно можете выкопать. Просто ее надо сажать поглубже, понимаете, вот так, чтобы закапывать. Ой, у меня все. Да, ничего страшного. Боже мой. Это что делать? Я испортила, да, арбузик? Да, ничего страшного. Одним арбузиком будет меньше, Вы да? просто закапываете, все уже. Так, я раскапываю, как собачка, да? И потом туда. Поглубже сажаете и все. Ну, я поглубже постаралась. И землей накрываете. Землю берите со Ну, стороны. подождите, смотрите, что происходит. Я испортила, да? Нет, это корень целый. Мария Николаевна, вы меня так поддерживаете, что есть надежда на светлый исход. А так неудобно, эта клеенка, вы ее закопали, да, здесь ощутили? Да, закопали. Вы землю берите ваша нога? сбоку. Отсюда брать? Ага, оттуда берите. Знаете, это, мне кажется, до вас-то никто и не делал, да, не садил арбузы в Якутии, да? Да. В 1974 году приехали и посмотрел, какая жара здесь. Ага, я говорю, удивился. На улице где-то было градусов 30-35. Я говорю, и тогда подумал, за счет этой жары можно вырастить бахчевые культуры. Смотрите, у меня получаться начало, да? Получается, ага. А? Да. В агрономы я пойду, лишь бы мы взяли. Да. Кстати, к нам присоединился старший сын, да? Старший сын Артур, тоже известный человек, в городе уже земледелец. Артур, это как-то по протоптанной дороге за папой пошли? Или это такое с детства желание у сына было? Проявлял такое желание помочь, посадить Никогда не думал, что буду работать на земле, вот. Дипломат учился. На дипломата? Да, у нас это просто принято старших слушаться. Папа сказал, иди на поле, вот пошел на поле. Ну, видимо, понравилось, мне кажется, потому что Да, конечно, здесь творческая работа. Вот. С Творчество. людьми работаешь и творчество и так далее. Почти как дипломат. Конечно, Только с растений. только с дипломатом. Но вы довольны, да, тем, как работает ваш сын? Ну, конечно. Какую он довольно. вносит- После меня кто-то что-то останется, будет работать. То есть все свои секреты, знания и так далее вы передаете, видимо, своим сыновьям, да? Да, я не только сыновьям передаю, местным населением тоже передаю. А каким образом? Какие-то Ну, курсы устраиваете? Нет, они приезжают, смотрят, в экскурсии приходят, каждый узнают. Ага. И, как бы сказать, многие приходят, с Унтарах приходили, очень много, да, Велюси, Стинские приходили. Ну, то есть приезжают сюда для того, чтобы перенять ваш опыт, да? Опыт, да. Амгей, там уже тоже арбузы сажают. Но вы же ребята. бизнесмен, помимо того, что вы хороший человек, да? Ну, Вы же Дело понимаете. не в этом. Дело в том, что я же не вечный, и сыновья могут тоже по этому направлению полностью не идти, а может у них другое дело будет, поэтому как бы этот опыт надо оставлять в республике, понимаете? Таким образом пользу приносить, да? Да, пользу чтобы- приносить. Пока Ирина с Верой Гимвиновной готовят пирожки, разбираются, мы сейчас с Надеждой Нергуяной попытаемся, хотя почему попытаемся, мы приготовим салат Обязательно. кимчи, да? У нас уже заранее замочена капуста, вот по-корейски печью называется, замочена в соленой воде.
Вот 3 литра поскольку воды и 1 стакан соли. Да. Для того, чтобы приготовить соус для капусты кимчи, необходимо 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки соли, 7 зубчиков чеснока, кусочек имбиря, немного редьки, полстакана воды, устричный соус 1/4 стакана, засушенный красный перец и репчатый лук. Все ингредиенты размельчаем в блендере. ароматы камера, к сожалению, не передает, но прям вот вкусно пахнет. Корейским духом. Корейским духом? Значит, вот уже промытая капуста. Берем вот этот качан и промазываем каждый вот листок вот так вот. Так, у меня хорошо получилось, Вот, да? очень. Да? Ну, вообще. Класс. Ой, вообще. Ох. Можем выпускать вас на арену теперь. Раз у нас зашла речь о корейской семье, вы можете рассказать немного о своей семье? Я выросла в корейской семье. Папа и мама у меня были чистокровные корейцы из Южной Кореи. Японцами отец был насильно привезен на Сахалин, и он на них работал. Работать их заставляли и давали всем японские имена. То есть вот у меня отец был Ха Сен Ун, а ему японское имя дали Кавамура. Где-то в 56-57 годах указ вышел, что кто хочет уехать на родину, корейцы могут выехать. Но мои категорически отказались, мы тоже все, дети говорим, мы никуда не уедем отсюда, поскольку наши родители же, у наших родители, родственники все в Южной Корее. Ну а многие, кто из Северной Кореи, многие поуезжали. И, честно говоря, они очень пожалели, что туда выехали, очень там жизнь трудная была. Вот так мы и оказались здесь, в Советском Союзе, и в России теперь, и в Якутии. И теперь российский. Да. Очень интересно, как вы из Сахалина оказались в Якутии. Ну, я не сразу с Сахалина здесь оказалась. Я вообще люблю путешествовать. Вот, я попала сюда из города Улан-Удэ, из Бурятии. Так. Из Бурятии сюда попала. И, в общем, как попала? Окончила там профессиональное училище. И сразу думаю, куда бы поехать мне. Карту открыла, куда палец ткнул, туда и поехала. Мне именно вот хотелось на север что-то. И вот в Якутию сразу как ткнула пальцем, так и поехала сюда. Одна, маленькая, молоденькая, но красивенькая. И приехала сюда, никого не знаю, но тем не менее все обустроилось, и я счастлива сейчас. Вы считаете Якутию своей родиной? Обязательно. Я без морозов, без холодов, как здесь, уже не могу. Мы здесь родились, мы здесь выросли, и считайте, что менталитет-то у нас уже российский. Ну, Якутия – это мой дом, это моя родина. Я здесь родилась. Я родилась в Якутске и всю жизнь здесь прожила и живу. Поэтому, конечно, где бы я ни была, на исторической родине или где-то в гостях, я все равно возвращаюсь с удовольствием к себе домой. Ну вот здесь у нас, в том числе в деревне, да? Здравствуйте, находится студия, в которой мы работали. Это было, сейчас она СБ-1, а в те годы, когда я работала, она была единственной студией, большой студией и маленькой студией. Это вот здесь мы работали, выходили в эфир. Здравствуйте! Сегодня суббота, и, как всегда в это время, в прямом эфире, дирекция внешних связей приветствует своих зрителей. Здесь прошли самые интересные годы моей жизни, творческой. Сколько лет? Ну, если взять полностью, я, в принципе, работаю на одном предприятии 40 лет в этом году. За 40 лет предполагаю, что очень много сделано, но
Какой особенной работой вы гордитесь? Ну, за 40 лет, конечно, много чего было, много что осталось. Я, конечно, в первую очередь горжусь тем, что осталось в фондах наших. Есть в фондах радиопередачи, которые я делала. Есть в наших фондах телевизионных передач, которые я делала. Поэтому, конечно, вот этим, наверное, я горжусь. Очень много что, вот я всегда говорю, что я была как бы первая, вольно или невольно, да. Первая вот это вот рекламный отдел, первые рекламы я делала. Первая была, когда работала со всеми каналами российскими. Мы связались с нашим якутским корреспондентом Любовью Ли. Рассказывает наш корреспондент Любовь Ли. Любовь Ли, Александр Журавлев, Республика Саха. Специально для НТВ Любовь Ли, Михаил Неустроев, Республика Саха. Скажите, пожалуйста, как ваша семья появилась в Якутии? Это был 26-й год, когда мои родственники, моя бабушка, мой дедушка, они перешли границу Кореи, Северной Кореи, и пришли в Россию на заработки. Это было нелегально, конечно, в те годы, но тогда как-то их много переходило границу, и они шли именно зарабатывать. Таким образом, вот мой папа, когда появился на свет, Благовещенский, когда они перешли, бабушка была беременна, там им пришлось остановиться, она там родила, немного они там пожили и дальше пошли. Все это, что переходили они каким-то образом, там, я не знаю, на чем они ехали или шли вообще все время. Таким образом они оказались в Алдане, на золотых приисках, и там они работали. Ну, дедушка думал временно, в общем, хотел просто заработать и вернуться назад, но не получилось у него вернуться назад. Не то, что север, там какие-то были такие моменты свои, в общем, им пришлось остаться. После Алдана они перебрались в Якутск. В Якутске здесь корейцы в те годы жили обособленно, в основном Залогом и в Сайсарском районе, ну, города. Поэтому там у нас был небольшой домик и огород. Естественно, вот корейцы привносили вот эту культуру огородничества и работали, и зарабатывали этим. Вы сказали, что недавно были в Корее. По какому поводу? По приглашению. Меня пригласили, меня порекомендовала наша община. Меня пригласили в Корее, в Южной Корее. Есть такая программа посещения исторической родины. Вот когда вы были в Корее, вообще как часто вы бываете? Я была первый раз в Корее. За всю жизнь впервые? За всю жизнь, да. А вот какие чувства по отношению к родине вы испытывали, к дому? Радость, гордость, вернулась домой? Ну, я вот говорю, что да, конечно, там в Южной Корее испытываешь какие-то такие, потому что сам город очень красивый, сам город вообще так, чистота, необыкновенность. Но дело-то в том, что мои-то предки все из Северной Кореи. И нас возили на границу Северной Кореи, вот эта демилитаризованная зона, и мы на нашу родину, так сказать, историческую-то, смотрели в бинокль. Ну, там один город был виден. Вот. Там у меня немножко сердце сжалось. Да. Потому что разделение Кореи, оно же произошло не по воле людей. Поэтому и с той стороны корейцы, и с другой стороны корейцы, они хотят объединиться, но политика никак не пускает и не подводит к этому, к сожалению. Вера, а вы здесь родились? Да, я здесь, местная. Здесь якутский родилась. Но у вас и папа, и мама корейцы? Да, родители корейцы, папа у нас Северной Кореи. Когда вот были тяжелые времена, он перешел границу во Владивосток, тогда же переселялись вот
в 1864 году первое поселение корейцев было на Дальнем Востоке, то есть Никольск-Уссурийск, это где поселили первые 65 семей, 14 семей корейцевских были переселены, которые попросили российское правительство разрешить им переселиться в Россию. Им дали разрешение, и вот они с того времени, значит, начали переселяться. Потом стали прибавляться, потом вот когда уже пошла волна голода, большая волна, вторая волна была голода, тоже переселялись, и искали лучшую жизнь, как говорится, уходили от голода. А третья волна – это уже война с Японией. Тогда вот как бы они уже уехали оттуда, значит, с Кореи, и переселялись. И в 20-м году здесь создавалась корейская община, но цель у той общины была другая, чем сейчас. Тогда они, значит, старались выучить русский язык, чтобы адаптироваться, чтобы общаться, чтобы адаптироваться, чтобы они могли иметь какую-то связь и с населением, и изучать, вернее, читать газеты, журналы и так далее, участвовать в жизни города и республики. И школа здесь была, в 25-м году здесь была школа, потом она закрылась. Корейская школа? Да, корейская школа была здесь. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 앉으세요. 자, 여러분 잘 지냈어요? 좋아요? 나빠요? 좋아요. 네, 좋아. 날씨가 어때요? 좋아요? 진짜 좋아요. 자, 여러분 오늘은 며칠입니까? 네, 미안 씨. 2017년 5월 15일. 자, 지금 우리 369 합시다. 네, 일어나세요. 369. 네, 3, 6, 9 맞아요? 네, 합시다. 시작. 369. 1, 2, 4, 5. 앉으세요. 왜요? 369. И вот интересно, да, получается, что первая корейская школа была образована для того, чтобы корейцы учили русский язык, а сейчас корейская школа для того, чтобы корейцы возродить да, язык, учили свой язык. Все, да, так. Потому что было время, когда разговаривали же, ну, запрещали же говорить на корейском языке, разговаривали по-русски, потом русские школы и так далее, общение было. В основном общение же было на русском языке, вот, и поэтому как бы, ну, больше 3 не собираться, там, как бы, вот так же было в свое время. А потом репрессии начались и так далее, и корейцев всегда подозревали в шпионаже. Хотя какое-то количество людей, где-то более 300 человек, около 400 где-то по России, воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Здесь имею поприветствовать. Прямо с передовой с хорошей новостью. Наши взяли Берлин. Я солдат как будто корейский. Давайте куплетик корейской песни спою. Да, давайте. Так. 이는 동백섬에 봄이 왔건만 형제 떠난 부산항에 갈매기만 슬피우네 오륙도 돌아가는 연락선마다 목매여 불러봐도 대답 없는 내 형제여 돌아와요 부산항에 그리운 내 형제여 Хорошо, как сочетается с дедушкой. Это надо сфотографировать вас, да? 백섬에 봄이 왔건만 형제 떠난 부산항에 갈매기만 슬피우네
жизни каждого корейца есть 3 больших главных праздника. Если брать с конца, то это 60-летний юбилей Хангаби. Далее идет свадьба. Ну а если брать с самого начала жизни, то это Асянди. Праздник, когда отмечается 1 годик со дня рождения. Сегодня в корейской семье, главой которого является Юрий Ким, отмечается большой важный праздник. Его внучке отмечается 1 годик. По древней корейской традиции считается, что если в этот день весенний пойдет снег, то ребенок будет жить очень богато, счастливо и радостно. Давайте вместе посмотрим, как же это выглядит. Мия Виктория сейчас занимает свою главную позицию за столом. Посмотрите внимательно, она сейчас уже рассматривает предметы и уже... Это что, она уже выбрала? То есть она выбрала ручку. Мира. Ручку выбрала? Ручку, ножницы. И ребенок как бы предугадывает свою судьбу. А, что возьмет, то да. Перед ним ставятся карандаши, там бумага, ножницы, деньги, там нитки и так далее. И вот смотрят, что он берет. И вот что, если, допустим, взял деньги, банкир, взял он нитку, это долгожитель будет, взял он ручку, может быть, там творческий работник будет, писатель, там и еще кто-то, да? Одним журналистам будет больше, и сейчас родные уже дают и дарят деньги. Денежки получишь. Давайте. Ой, вот оттуда сюда. Сюда, давай, сюда посадь. Ой, молодцы. Молодец. Бери деньги. Ты богатая была. Ой, их берет. После того, как ребенок выбрал свою судьбу, идет небольшое застолье. Как правило, на нем присутствует до 10-15 человек. Ну и сейчас в честь 1 годика собралась семья. Давайте познакомимся поближе с главой семьи Юрий Ким. Юрий, ну скажите, как ваша семья оказалась здесь, в Якутии, на краю севера? Ну, наверное, скорее всего, это было все после развала Советского Союза. Когда уже миграция пошла, уже не только корейцы стали мигрировать, да, и европейцы, и все начали как-то искать в поисках лучшей жизни, находить какие-то другие места для жительства, для работы. И мы тоже не исключение. Поэтому именно по этой причине, что искали лучшую жизнь, заработок, может быть, и попали сюда на север. А вот скажите, сложно ли соблюдать традиции, национальные обычаи, ну, не на родной земле и среди представителей других наций? Там, здесь у нас в Якутии более 120 народов живет. Стараемся все-таки, нам не то, что трудно, нам приятно свои традиции соблюдать, потому что мы хотим, чтобы, когда нас не будет, чтобы наши дети, чтобы они были там смешанные, не смешанные, чистые, не чистые, чтобы у них что-то было, направление, куда идти и как идти. Потому что им тоже приятно, вот я со стороны наблюдаю за этим, что детям тоже приятно соблюдать какие-то традиции, знать, что они стоят. Поэтому стараемся привить это к детям. Сейчас мы с вами наблюдаем кульминацию большого корейского праздника Асянди, который, как вы поняли, уже проводится в 3 этапа. Первые 2 мы с вами уже увидели, когда прошел обряд определения судьбы ребенка, ну и короткое, в чисто узком кругу семейном небольшой банкет. Сейчас же мы с вами увидим то, как собираются гости и готовится целая концертная вечерняя программа для того, чтобы уже среди друзей, земляков и родственников отметить столь важное событие в жизни каждого корейца. Давайте познакомимся с гостями и поговорим с ними, впервые ли они здесь и что они думают по этому поводу. А вы здесь в качестве кого на празднике? С чьей стороны пришли? Мамы или папа именинницы? Я не знаю. Я когда-то слышала, что только в Якутии модно фотографироваться с фруктами. Ну, это как символ того, что у тебя жизнь прекрасно налажена. За ваше здоровье. Как вы относитесь к интернациональным бракам? Я, наверное, вас спрошу, да, вот родили дочку, растили, да, наверное, думали, что за якутского ботура
вы дадите, да? А тут появляется такой кореец с клубникой красивой, ароматной, да, и девушку забирает. Как вы отнеслись? Сразу приняли зятя? Да, конечно. Что обычно детям дарят на год, ребенку корейскому, когда отмечается праздник Асянди? Да, гости всегда все деньгами дарят. Вы тоже деньги? Да. Много? Ну как? Шучу. Есть какой-то обряд, который вас особенно удивлял? Корейский, да? Да, корейский. Ну вот это удивляет то, что этот день рождения внуков, они празднуют так обширно. Это наши счастливые родители. Ну и, конечно же, маленькая принцесса Мия Виктория под ваши бурные овации. У нас есть праздники семейные, есть календарные праздники. Из календарных праздников это самый большой праздник Новый год. По лунному календарю. Да, по лунному календарю. А второй большой праздник это Чусок. Праздник это урожая праздник называется. Урожая по окончании сбора урожая. Не знаю, как вы, а я это лето провела в ожидании этого момента, когда мы вновь придем на поле семьи М, чтобы попробовать эти прекрасные арбузы. Мария Николаевна и Артур М. Что у нас сегодня? Чем порадуете? Как у нас урожай? Какие есть новости? Делитесь. Ну, вы помните, мы сажали арбузы. Вот, прошло более двух месяцев. Да, мы за ними ухаживали, поливали. Вот, и они вот созрели уже. Созрели. У нас этим летом, я, кстати, заметила, да, очень обсуждалось, как определить тот арбуз, который вот созрел или не созрел. Даже вы можете вот сегодня вот авторитетно рассказать вот эти признаки? Проверяем, мы просто берем, срываем арбуз, разбиваем его, да. Если он красный, значит основная масса вся у нас красная. Вот. Сейчас будем разбивать арбуз, проверять его на спелость, да. Ой, это и все, что ли? И все, да. Ой, какой аромат! Да, очень вкусно пахнет, прям вот, это сладко. Да. Вот эти, видите, вот у нас он уже поспел. Семена в основном на 70% у нас как бы черные, это тоже говорит о том, что арбуз спелый? Поспел. И очень вкусный, и очень сладкий. Ну, я думала, что это какой-то рекламный трюк по поводу сочных арбузов, а он действительно сладкий, сочный, вкусный и, наверное, он полезнее, потому что полезнее всегда те продукты, которые растут на той земле, где ты растешь и живешь, да? Да, естественно. Согласна? Конечно, конечно. Я вот тоже. Я всегда говорю, что наша продукция не именно нашего хозяйства, а вот именно наша местная, продукция местная, да, она намного экологичнее, нежели привезенная. Это просто из-за того, что у нас лето короткое, и у нас меньше болезней и вредителей, у нас нет колорадского жука, да. Так что насчет пестицидов вы можете вообще не беспокоиться, да. Да я не беспокоюсь, вкус вообще, он не может быть у химии такой вкусный. Да, а это вот, я не знаю, земля или травы вот так, они влияют на вкус. Он опыляется. Ну вообще респект, Артур. Так, мы закончили лепить пирожки. Один даже не поместился. Да, не поместился уже. Вот тут, я не знаю, тоже, наверное, с трудом. Вот, потому что они же увеличатся немножко. Вот теперь закрываем крышечку кастрюльки и ставим на плиту минут на 45. Ну, нам тоже есть чем похвастаться с Надеждой Ергуяной. Мы начинили, да, правильно? Мы уже закончили. Закончили. Ну, девочки, закончили, если честно, потому что я вот
очень сильный дух корейской семьи, что я всплакнула то ли от счастья, то ли от радости предвкушения блюда, да? Но сейчас у нас дальше что мы делаем? Вообще-то можно свежую так кушать, да? Но лучше, когда уже вот вся приправка действительно впитается. Вот тогда оно как-то вкуснее будет. Какое-то время надо подождать, да? Сколько? И теперь это самое... Ну, вообще-то желательно на сутки. Двигайся, слепой, покажи атаку, удар кулаком, встречай ногой, уход в сторону, клинч. Понял, да? Давай. Как и у большинства азиатских народов, у корейцев есть свое национальное боевое искусство – это тхэквондо. И прямо сейчас у меня за спиной идет аттестация юных спортсменов на черный пояс. История тхэквондо очень запутана, как и история самой Кореи. Это древний вид боевого искусства, однако свое название он получил лишь в 1955 году, а придумал его южнокорейский генерал Чхве Хонхи. Сейчас тхэквондо – это олимпийский вид спорта и является вторым по распространенности после большого футбола. А назовите мне страну какую-нибудь, очень экзотичную, например. Папуа-Новая Гвинея. Есть тхэквондо, есть даже олимпийские призеры. Еще. ЮАР. Есть тхэквондо. Вот любая страна. Колумбия. Вот есть тхэквондо. Исландия. Есть тхэквондо. А в Якутии когда у нас тхэквондо появилось? В Якутии у нас появился тхэквондо. Вначале как кружок, да, его начал наш первый тренер Федоров Дмитрий Николаевич в 90-м году. А вот мы являемся его первыми учениками. Ну что, стол накрыт, мы готовы, кажется, попробовать, Да. что у нас получилось. Пробуйте. Очень остро. Пожар. Пожар. Но зато вот заметьте, что несмотря на этот пожар, все хочется еще и Хочется. еще. Да. Действительно, Вот. хочется. Так что, пожалуйста, угощайтесь. А есть какие-то песни, которые за столом поют? Ну, за столом поют много песен, конечно, но вот это... Корейцы вообще популярное. музыкальные же нация. Очень. Все поют, главное, все поют. Но мы тоже пытаемся не отставать, российские корейцы, от них. Вот. Якутские тоже, да? Самая популярная вот песня, что в Корее поют, и как гимн у них называется, песня «Арирам». Национальные танцы – это прекрасно, но сегодня Корея танцует совсем по-другому. Влияние современной корейской молодежной культуры сегодня испытывает на себе без преувеличения весь мир. Сейчас передо мной стоят основатели Digit Project. Это Нарыя, Сара и Сардана. Привет, девчонки. Что происходит? Сняли флешмоб, должны отправить в группу AA. Как вы думаете, почему именно в Якутске кей-поп так популярен? Потому что, ну, во-первых, конечно, азиаты, они как бы все равно ближе к нам. И, ну, а за всех я отвечу то, что, конечно, музыкой, танцами, вот, прочими вот этими такими яркими образами. Там. Ну и потому что у нас народ такой музыкальный, видимо, танцевальный, да, сам по себе.
빨라 we are faster 달려라 honey 이제 시간이 왔어 지금 출발할게 내 뒤로 모두 딱 붙어 Double A 롤러코스터 칙칙 눈부신 너를 향해 하늘을 날아 I'm a flying boy 너만 내 옆에 태울게 걱정하지마 I'm a good driver 나 아니면 절대 못해 나 아니면 절대 못해 딴데 보지마 나를 꽉 잡아 Можно сказать, что этот день сегодня прошел не зря. Очень много мы сегодня с Ириной узнали, правда? Ну, не только узнали, еще и попробовали, да. Еще и лук порезали. Еще и лук попрезали, поплакали. Это действительно очень интересная и уникальная такая корейская культура. Участие принимали. С вашей помощью. Да. С вашей помощью. Спасибо вам огромное. 슈퍼카 헤드라이트 그룹 두고 널 봐. 난 레이싱 레이서 수많은 스타일이라 빨라. 난 아름다운 걸 앞에서만 서 stop keep drip pretend 널 맴돌아. 엑셀레이터를 밟아 나는 부스터. 요정이 다이너마이트. 못 따라와 사이드 미러에 너네가 보여도 난 몇천 마리쯤 되는 말들이 다닌 거.